Украине заговорили о выводе ВСУ из-под Курска. Зеленский летит в Саудовскую Аравию на переговоры, а Путин срочно требует диалога. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ракетный удар по газовой инфраструктуре Украины. Киев признает потери. Как РФ спланировала комбинированную атаку. Путин требует переговоров с Украиной. Кремль ждет реакции Трампа. Что происходит? Лукашенко начинает охоту за уклонистами. В Белом доме ударили по рукам Илону Маску. Орбан заговорил о развале Украины, а Папа Римский обратился к народу из больницы. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия совершила 17-ю комбинированную атаку газовой инфраструктуры Украины. В ночь на 7 марта била дронами и крылатыми ракетами из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы сообщали о взлете группы самолетов РФ Ту-95 с аэродрома Оленья. В Украине заявляют об ударе по объектам в Тернопольской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Одесской, а также Харьковской областях. Большие разрушения в Харькове. Под ударом оказался в том числе и многоквартирный дом. Но основной целью россиян была газовая инфраструктура. В компании «Нафтогаз» признали потери. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа «Нафтогаз» принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. В Украине заговорили о непростой ситуации для ВСУ в Курской области. Мониторинговый канал Deep State сообщает, что российские войска продвинулись возле Куриловки и Фиголевки. Вот так выглядит нынешняя ситуация в российском приграничье. Z-паблики пишут также о том, что путинскому войску практически удалось отрезать от границы большую часть украинского плацдарма. Аналитики Deep State уточняют, в чем причина такого продвижения. В Курской области противник имеет успехи благодаря применению значительного числа военнослужащих вооруженных сил Северокорейской Республики. О необходимости вывода украинских войск из-под Курска накануне в своих соцсетях написал и украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш». Он пишет, что причиной, по которым ВСУ необходимо, далее цитата, «сворачиваться», конец цитаты, это тяжелое положение. Флэш считает, что операция Украины на российской территории по отвлечению ресурсов путинской армии полностью себя оправдала. Но эта территория вряд ли может быть политическим козырем во время будущих переговоров между Москвой и Киевом. Отмечу, что и другие военные блогеры Украины накануне заговорили о непростой ситуации в Курской области. Зеленский заявлял ранее, что сама по себе российская территория Украине не нужна, но эти земли могут стать разменной монетой во время заключения сделки с Путиным. 6 марта исполнилось 7 месяцев, как ВСУ контролирует несколько сотен квадратных километров территории РФ. Зеленский даже не думает извиняться перед Трампом. Он был абсолютно прав. Так, в офисе украинского президента прокомментировали перепалку в овальном кабинете. Исходя из новых заявлений, скандал между президентами не стал причиной появления у Украины еще одного врага в лице США. В Киеве настаивают на том, что на Россию должно быть оказано давление. Он был абсолютно прав в форме и содержании, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую идею. Ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки со стороны Москвы. Без давления на Россию мирные переговоры невозможны. Наш президент неустанно объясняет нашим партнерам, что такое эта война и кто ее начал. Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было. В Украине также заявили, что, вероятно, скоро и Киев, и Вашингтон придут к консенсусу по ряду пунктов. Например, переговоры с РФ невозможны, так как Москва не хочет мира и не хочет, чтобы в этом мире доминировали США. Ей удобна империалистическая политика в отношении стран Восточной Европы. В этом уверен Подоляк. Трамп же считает, что РФ хочет мира. Он даже призывает отказаться от ядерного оружия. Но если же Кремль решит иначе и не захочет даже мира в Украине, то Вашингтон может нанести свой новый удар по Москве, экономический, введя новые санкции. А тем временем делегации Украины и США хотят собраться за одним столом для переговоров. Произойдет это на следующей неделе. Об этом уже официально заявили в Белом доме. Встреча пройдет в Саудовской Аравии. На Ближний Восток отправляется и Зеленский.
На следующей неделе в понедельник запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире, как мы и говорили президенту Трампу. Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира. Война России против Украины стала проблемой для Путина. Он слаб и очень надеется на Трампа, так как хочет закончить войну, и он требует и хочет переговоров. Об этом пишет редактор по вопросам обороны и иностранных дел издания The Telegraph Кон Кофлин. Автор материала уточняет, что на всех уровнях так называемое СВО стало для Кремля катастрофой. В материале The Telegraph говорится, что пропагандистская машина РФ сейчас вовсю издевается над очевидным дискомфортом европейцев, который возник из-за действий Трампа и его отношения к союзникам Вашингтона. Но такая тактика – это лишь попытка отвлечь внимание от того, в какой ситуации оказалась сама Россия. Разрушительное влияние войны на экономику РФ становится очевидным. Процентные ставки уже достигли 21%, а фонд благосостояния стремительно истощается, оставляя Кремль без средств на продолжение войны. На этом фоне Путин охотно поддержал мирные инициативы Дональда Трампа, пишет The Telegraph. Одним из признаков стремления Кремля завершить конфликт является его недавнее предложение выступить посредником в мирном соглашении между Ираном и США по спорной ядерной программе Тегерана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи уже отверг идею возобновления переговоров с Трампом по этому вопросу как нерациональную, неразумную и недостойную. Трамп бьет Илона Маска по рукам. По мнению американского президента, Маск, который является главой Департамента эффективности правительства, не имеет полномочий принимать единоличные решения по кадровой политике, а может давать рекомендации департаментам. Издание «Политика» пишет, что Трамп впервые так открыто дал понять Маску, что он может делать, а что нет. Такой разговор возник после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны американского миллиардера. При этом Трамп публично похвалил Маска за его деятельность на посту. Я думаю, что они проделали потрясающую работу. Они проделали потрясающую работу, и посмотрите, что они нашли. Я прочитал это в речи на днях. Я имею в виду, они обнаружили, что миллиарды долларов были спущены на ветер. Это касается контрактов, где миллиарды и миллиарды долларов были просто выброшены в окно. Маск в эти дни в центре внимания не только из-за своей деятельности на Земле, но и в космосе. Компания SpaceX снова провалила испытание. Звездолет Маска взорвался и развалился на части. Примерно через 10 минут после запуска и вскоре после отделения от ракеты-носителя космический корабль начал хаотично вращаться. Из него полетели искры, после чего связь прервалась. При этом ракета-носитель благополучно приземлилась. В SpaceX рассказали, что взрыв произошел после потери нескольких двигателей. Тысячи людей зафиксировали яркое падение корабля. Орбан решил услышать глаз народа. Венгерский премьер собирается провести опрос среди соотечественников и задать им вопрос, хотят ли они, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу. Издание «Политика» пишет, что это голосование не имеет обязательной силы и почти наверняка будет направлено против Киева. О своем желании использовать схему национальных консультаций Орбан заявил после экстренного саммита лидеров ЕС, где Венгрия стала единственной страной, которая не поддержала совместное заявление в поддержку вооружения Украины. Орбан заявил, что ему близка стратегия Трампа. Венгрия за увеличение трат стран НАТО на оборону. Заговорил Орбан и о развале Украины. Политика президента Трампа в этом отношении более чем правильная, поэтому мы должны тратить больше. Вопрос в том, на что. Потому что сейчас у нас есть разные варианты. Во-первых, мы должны тратить больше денег, чтобы укрепить наш собственный военный потенциал и обороноспособность. Но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а это огромные деньги, и американцы не будут участвовать в этом в будущем. Затем мы должны каким-то образом финансировать государство Украина, потому что иначе оно развалится. Так что я думаю, что эти три вещи вместе, три пакета вместе, это просто слишком много. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Папа Римский тоже заговорил. Впервые за последние 3 недели понтифик обратился к верующим. Его встреча с ними состоялась дистанционно. Тем, кто молится за здоровье Франциска, дали послушать аудиозапись. Папа Римский сделал ее, находясь в больнице.
Братья и сестры, Святой Отец прислал нам аудиоприветствие, которое мы сейчас послушаем его голосом. От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите о моем здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Дева Мария. Благодарю вас. Папа Римский попал в больницу с бронхитом, который вскоре перерос в двустороннюю пневмонию. Состояние было настолько серьезное, что Франциска подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. После ряда критических дней 1 марта его состояние начало улучшаться. В Беларуси стартует весенний призыв. Лукашенко подписал соответствующий указ. В запас уволены те, кто отслужил свое. Теперь армия непризнанного политика должна пополниться свежей кровью. В Минске заявляют, что за 3 месяца весны собираются загнать в казармы 18-летних ребят, а также мужчин, которые не имеют права на отсрочку от призыва. Граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве, граждан из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельхозпрофиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу. Кроме того, Лукашенко заявили об охоте за уклонистами. Военным комиссарам, руководителям обособленных подразделений военных комиссариатов на основании соответствующих решений районных городских призывных комиссий направлять в органы внутренних дел материалы на граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу в резерве для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательными актами. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.